С вами отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми. Мы представим эпизоды истории стран, выступавших во Второй мировой войне в союзе с Германией. Наш акцент на людях и их судьбах. 3 эпиграфа. Целью войны является мир. Аристотель. Самый быстрый способ окончить войну – проиграть ее. Джордж Оруэлл. И, наконец, в войне не бывает выигравших, только проигравшие. Артур Невилл Чемберлен. Ни один из авторов этих цитат не был участником Второй мировой, но все они мыслят в унисон. История проигравших началась 27 сентября 1940 года, когда был подписан Берлинский пакт, пакт 3 держав. На фото за столом японский посол Сабуро Куруса, министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано и германский фюрер. Трехсторонний союз подразумевал разграничение зон влияния, установление нового мирового порядка и военную взаимопомощь. К тройственному блоку присоединились зависимые от Германии Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария, а позже правительства на территории оккупированных стран, среди которых Франция, Норвегия, Нидерланды, Греция и Сербия. Правительства этих стран в годы войны принято называть режимами. Еще до подписания исторического пакта пропагандисты Берлина, Рима и Токио объединились, чтобы рассказать о благах, которые принесет 3 странам культурный и политический союз. Этот ежемесячный журнал выпускался на 2 языках – немецком и итальянском, в 4-цветной печати. Редактировал его министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. На этом японском плакате дети, будущее поколение стран гитлеровской коалиции. Они счастливо приплясывают, машут флагами, выражают радость за решение своих мудрых отцов. Отрезвление наступило не скоро. Мир был изранен, мир был в руинах. Проиграли все. Мир стал другим, и карта мира изменилась. По окончании войны исчезли последовательно Германский рейх, Королевство Италии и Японская империя. Люди проснулись в другой стране с неясным будущим и пугающим прошлым. Мы обещали вам истории про людей и их судьбы. Сразу оговоримся, что все они заканчиваются хорошо. История первая. Про майского короля. 9 мая 1946 года на пике своей непопулярности итальянский король Виктор Эммануил III отрекается от престола в пользу своего старшего сына Умберто. А уже в июне этого же года в Италии проходит конституционный референдум. Так выглядел бюллетень для голосования и инструкция к нему. 54% населения отдали голоса за республику. Перевес небольшой, но очевидный. И все, конец итальянской монархии. Последний король Умберто II успел посидеть на троне 1 месяц, а вернее даже 27 майских дней. Отсюда и прозвище «Майский король». После установления республиканского правления он изгнан из страны. Прощайте, Ваше Величество, нам с вами не по пути. Спасибо, что жив остался. Изгнанник отправляется в Португалию, где благополучно доживает до 78 лет. В сущности, он не был злодеем, он был набожным католиком и мечтал о том, чтобы нация его простила, но ему так и не разрешили вернуться в Италию. В португальском городе Кашкаиш, где располагалась его резиденция, вилла Италика, есть улица с его именем. Что стало с последней королевой Италии? Супруга майского короля, Мария Жозе из бельгийской династии, натура свободомыслящая и артистичная, никогда не разделяла пронацистских взглядов итальянского двора. Она не только поддерживала движение сопротивления, но и, по-видимому, снабжала его деньгами и оружием, а до войны даже работала в организации Международный Красный Крест в Ливии. Когда Бельгия была оккупирована, она встретилась с Гитлером во время визита в Германию в 1940 году, чтобы на правах бывшей бельгийской принцессы просить об отправке еды для голодающих бельгийцев и о более гуманном обращении со своим братом Леопольдом, который был под домашним арестом. Фюрер был сражен ее красотой и похвалил ее глаза цвета немецкого неба. Однако по всем пунктам прошения ответ был «Nein». С приходом республики в 1946 году
Мария Жозе Савойская удалилась в Швейцарию. Жизнь в Швейцарии была для нее в радость. После смерти мужа она получила разрешение на возвращение в Италию. Правительство назначило ей пенсию вдовы офицера. Но она предпочла остаться в Женеве. Как поживала бывшая королева в изгнании? Писала мемуары о герцогах Савойской династии и своих родителях, бельгийских монархах. Майская королева пережила мужа на 18 лет и умерла в 2001 году, о чем написали все газеты мира. Ее лондонский юрист сообщил, что дневники последней королевы Италии будут опубликованы через 70 лет после ее смерти. Осталось ждать не больше полувека. У королевской семьи было 5 детей. Все они благополучно дожили до преклонного возраста, а их потомки с удовольствием выкладывают в Инстаграм фотографии из фамильного архива. Что почитать о послевоенной Италии? Среди наших фаворитов роман Даниэля Шпека «Белла Германия», написанный на немецком языке. В 2019 году вышел его русский перевод. Этот дебютный роман буквально взорвал литературную жизнь Германии. Большая немецко-итальянская сага, которая перемещается из 1954 года в 1970 и в 2014, из Мюнхена в Милан и Рим, послевоенный кризис в Италии и немецкое экономическое чудо, Олимпиада в Мюнхене и терроризм, коммунисты, левые радикалы и хиппи – вся эта реальность вплетена в события романа. История об индустрии моды, европейском автомобилестроении и жизни итальянских гастарбайтеров ФРГ разворачивается на фоне живописных виноградников Сицилии, бурной политической жизни Германии и блестящего модного Милана. Книга есть в приложении электронной библиотеки Литрес, как в книжной, так и в аудиоверсии. Весной 2019 года вышел одноименный мини-сериал. Смотрим вместе трейлер на немецком языке с субтитрами. Verzeihen Sie, dass ich so in Ihr Leben platze. Es geht um Ihren Vater, Vincenzo Marconi. Mein Vater ist tot. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ihr Vater lebt. Hier. Geht's Ihnen nicht gut? Der Mann auf dem Bild, das ist Alexander Schlewitz und der behauptet, dass mein Vater noch lebt. Ihre Großmutter wäre stolz auf Sie gewesen. Giulietta, die Mutter Ihres Vaters. Willkommen in München. Sie machte dasselbe wie Sie. Mode. Das, was wir hier machen, kannst du das wirklich? Ich komme nicht zurück. Ich lebe endlich mein Leben. Manchmal führt ein Fehler im Leben zum nächsten. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wann man den ersten gemacht hat, mit dem alles angefangen hat. История вторая. О японских гражданах в Соединенных Штатах Америки. После нападения японской авиации на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года Военное министерство США подозревало, что американцы японского происхождения могут действовать как диверсанты или агенты шпионажа, несмотря на отсутствие веских доказательств, подтверждающих эту точку зрения. Президент Франклин Делано Рузвельт лично поддержал решение об интернировании ни в чем не повинных граждан. Эта фотография запечатлела момент подписания объявления войны Японии. Мнение о потенциальной опасности американских японцев разделяли не все. Помощник военного министра Джон Макклой заявил, что если дело доходит до выбора между национальной безопасностью и гарантией гражданских свобод, закрепленных в Конституции, он считает Конституцию всего лишь клочком бумаги. Но полемика между защитниками гражданских прав и поборниками безопасности была недолгой. Началось принудительное интернирование всех лиц японского происхождения с восточного побережья на запад, вглубь страны. 62% так называемых перемещенных
были гражданами США во втором и третьем поколении. Независимо от возраста, этнические японцы были признаны угрозой. На этой фотографии дети, оказавшиеся внутренними врагами своей страны, присягают на верность американскому флагу. Большинство этнических японцев проживало на Тихоокеанском побережье. Им предстояло покинуть свое жилище и отправиться в охраняемые лагеря. Эта семья из 9 человек оставила свой дом с мебелью, холодильником, пианино и прочим скарбом и налегке отправилась из Лос-Анджелеса в Арканзас. Инструкция от 1 апреля 1942 года города Сан-Франциско гласит: ответственный член каждой семьи, предпочтительно глава семьи или лицо, на имя которого приходится большая часть собственности, и каждый отдельно проживающий человек должны явиться в гражданский контрольный пункт для получения дальнейших инструкций. Эвакуированные должны иметь при себе следующее имущество: постельное белье, без матраса для каждого члена семьи, туалетные принадлежности для каждого члена семьи, дополнительная одежда для каждого члена семьи, достаточно ножей, вилок, ложек, тарелок, мисок и чашек для каждого члена семьи, необходимые личные вещи для каждого члена семьи. Немедленно был изобретен политически корректный термин – военные центры перемещения – War Relocation Centers. По сути, это были концентрационные лагеря. Лагеря для интернированных располагались в 7 штатах – Калифорния, Аризона, Вайоминг, Колорадо, Айдахо, Юта, Арканзас. Этнические японцы спешно и по бросовой цене продавали свои предприятия, магазины и другую собственность и под конвоем отправлялись в гетто. Автомобили реквизировались для американской армии. Вещи досматривали, оставляя лишь самое необходимое. Отправка в лагеря производилась в поездах, грузовиках, обязательно под конвоем. Жизнь в бараках была сносной. Кровати, угольные печи, общие ванны и прачечные, гуманное обращение. Вскоре по собственной инициативе жители лагерей открыли школы, церкви, фермы и газеты. Колючая проволока, вооруженная охрана и расстрел за попытку бегства, атмосфера напряжения, подозрительности и отчаяния портили впечатление, но надо было выжить. Последний лагерь для интернированных закрылся в марте 1946 года. Американцы японского происхождения начали восстанавливать свою жизнь. В 1976 году президент Джеральд Форд подтвердил, что эвакуация была неправильной. Американское общество пошло на этот шаг под влиянием военной истерии и расовых предрассудков. В 1988 году Конгресс США принял закон о гражданских свободах, согласно которому более 80 тысячам американцам японского происхождения присудили по $20 тысяч каждому в качестве компенсации за перенесенные испытания. Конгресс принес официальные извинения за несправедливую политику правительства в военные годы. Отдельно следует рассказать об этнических японцах, которые пожелали служить в американской армии и кровью доказать свою лояльность. 442-й пехотный полк, рекордсмен по наградам, 21 медаль почета, высшая награда США, равная советской звезде героя, 9,5 тысяч наград «Пурпурное сердце» за боевые ранения. Они не только брали штурмом захваченные немцами города во Франции, но и очищали их от мин, охраняли дороги и туннели. Для японцев второго поколения, детей иммигрантов, родившихся в США, есть особый термин – «нисей». Послевоенное поколение дети Нисей, Сансей, основали сайт в честь своих героических отцов. Главное, чем они занимаются, это помощь ветеранам Второй мировой, сбор информации и создание исторического архива, мемориальные службы и образовательные выставки. 33 тысячи американцев японского происхождения участвовали во Второй мировой войне. 6 тысяч из них в военной разведке. 18 тысяч солдат прошли службу в батальоне «Пурпурного сердца». 800 погибли. Лучшее художественное изложение событий грозовых 40-х годов – роман японского писателя Кага Отохико «Столица в огне», вышедший в издательстве «Гиперион» в этом году. Сюжет охватывает 1935-1947 годы, то
то есть период, который окончился жесточайшим крахом имперских амбиций Японии, гибелью Токио в огне бомбардировок и утратой целого жизненного уклада. В этот беспроигрышно драматический контекст помещена история одной токийской семьи. Рассказчик причудливо сшивает их любови и ненависти, чаяния и разочарования с большой историей. Автор виртуозно владеет сменой темпов, регистров и точек зрения. В основу событий положены дневники деда писателя, как и он, врача. Возможно, это придает тексту такой личный исповедальный оттенок. Как говорит сам автор, на это произведение его вдохновила эпопея Толстого «Война и мир». Роман на японском в столбиках и иероглифах занимает целых 7 томов. Неспешная река времени 3 поколений. Над переводом книги трудилась команда из 7 переводчиков во главе с Александром Мещеряковым. Для тех, кто страстно любит историю и просто для любопытных, наш совет. Загляните на сайт Национальной парламентской библиотеки Японии в раздел цифровых коллекций. Здесь размещены интереснейшие документы эпохи. Отдельный фонд – материалы о периоде оккупации Японии союзническими войсками, военные донесения о бомбардировках, перехваченные дипломатические сообщения, карты и прочее. Но еще интереснее исторические аудиозаписи, которые дают представление о незатухающей культурной жизни страны восходящего солнца в послевоенный период. Популярные песни, лекции, литературные чтения, традиционная музыка и даже постановки театра кабуки. Около 5000 раритетных аудиофайлов доступны онлайн. Послушаем отрывок выступления Национального театра кабуки, драма «Сузугамори», запись июль 1951 года. Разворачивается настоящая детективная история. Сузугамори – это средневековое место казни неподалеку от Эдо, старого Токио, где история про посыльного, бандитов и благородного разбойника разыграна в традициях кабуки. И напоследок еще один сувенир из электронной коллекции японской библиотеки. Запись февраля 1947 года. Популярная песня «Сакура храма Додзёди» в исполнении Дзюнко Микадо. Внимание, у песни длинное вступление. Пожар войны позади, цветущая сакура радует взор, жизнь прекрасна.